И моя презентация будет довольно продолжительной. Я начну с теоретической части, она будет посвящена темам моего доклада. Будет посвящена обзору требований отчетности кадастром парниковых газов. После этого у меня будет живая демонстрация. Я продолжу завтра с утра и до обеда. То есть сегодня мы будем рассматривать основную теоретическую часть, а завтра мы будем заниматься прикладными вопросами, с тем, чтобы вы смогли подключиться и познакомиться, посмотреть для себя, как можно вообще составлять отчеты, как можно загружать данные в отчеты. Но прежде чем мы перейдем к инструменту, к ознакомлению к инструменту, я хотел бы дать обзор требований, которые выдвигаются к отчетности в целом по кадастрам парниковых газов. И тема очень технически сложная, поэтому очень большое количество аббревиатур, которые я буду использовать, возможно, вам будут незнакомы. Поэтому, если вам что-то незнакомо, пожалуйста, поднимайте руку, или те, кто из вас в Zoom, поднимайте флажок, и я объясню буду объяснять эти термины. Просто хотел бы призвать вас к тому, чтобы вы задавали вопросы по ходу презентации, не дожидаясь ее конца. Иначе, если вы будете копить вопросы до конца, то вы многие важные нюансы упустите. Поэтому не копите вопросы до конца, пожалуйста. Я сейчас на экран выведу свой рабочий стол, свой инструмент Excel. Пожалуйста, можно его на экран вывести. И сегодня я начну с того, что из себя представляет себе отчетность по национальному кадастру. И я познакомлю вас с условиями, процедурами, руководящими принципами, то, что на английском называется ЭБГ, и я покажу вам форматы, какие используются, и я буду переключаться между PowerPoint и Excel, с тем, чтобы вы видели, какого рода данные входят в инструмент в Excel. Я вкратце расскажу о двухгодичном докладе о вопросах обеспечения транспарентности, о котором по этой теме Влад уже говорил. Я хотел бы вкратце напомнить вам, что это себя представляет, а после этого перейду непосредственно к обсуждению кадастра парниковых газов. И в части кадастра парниковых газов там есть ряд технических нюансов, и при этом есть ряд моментов, предусмотрящих некоторую степень гибкости, и я более подробно вам расскажу о том, как можно воспользоваться этими условиями по гибкости. Мы знаем, что многие из вас используют инструмент МГИ для того, чтобы рассчитать свои выбросы парниковых газов. И секретариат, мы в секретариате РКИК работаем в тесном взаимодействии с коллегами, с экспертами из МКИК для того, чтобы обеспечить совместимость между этими двумя инструментами. И на этом слайде, я надеюсь, что этот слайд будет показан участникам, впоследствии, или точнее, что все эти слайды будут доведены, переданы участникам, и если если у вас будут возникать вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь, задавайте их, если какие-то термины вам непонятны. И часть этой информации, которая здесь представлена, она вам уже, наверное, знакома в контексте двухгодичного доклада по вопросам обеспечения транспарентности. Я вам сейчас расскажу о том, какие основные компоненты входят в отчет о транспарентности. Первый – это национальный кадастр. После национального кадастра, после кадастра перечисляется информация по кадастру. По кадастру эта информация предоставляется в первой части. После этого идет раздел, посвященный ходу достижения ОНУВов. И третья часть – это ход работ по привлечению финансирования и наращиванию потенциала.
и полученной поддержки. И в ходе сегодняшнего дня и последующих двух дней мы будем рассматривать первую часть, это кадастр. Моя коллега Джейми мне будет презентация по второй части, и потом мой третий коллега представит вам, вашему вниманию, уже анализ третьей части. Моя презентация будет рассматривать только вот первый компонент, это компонент кадастра. И я бы хотел вкратце здесь напомнить, какие требования в части отчетности предусмотрены в тексте Парижского соглашения. Статья 13 в пункте 7 говорится о том, что каждая сторона регулярно представляет следующую информацию в отношении национального кадастра антропогенных выбросов. И также предусмотрено в пункте А, что должно входить в национальный кадастр, и указано, что информация в отношении национального кадастра выбросов и точных запасов поглотительных парниковых газов, составляемых с использованием методологии на основе надлежащей практики, принятых правительственной группой экспертов по изменению климата. И, кроме того, в решении 18.7.1, в решении, принятого в Глазго, указывается то, каков должен быть формат этих отчетов. Это, по сути, коллекция таблиц в формате Excel, и это общий формат отчетности получается. И более подробно я вам покажу, что из себя представляют собой эти таблицы. И возвращаясь к национальным кадастру антропогенных выбросов, то в соответствии с решением 18.7.1, что у нас входит в национальный кадастр? Первое определение. И, во-первых, в определении указано, что все стороны должны использовать принципы, основополагающие принципы, заложенные в руководстве МГИК 2006 года. Я более подробно расскажу, что из себя представляют собой эти принципы. Второй компонент национального кадастра – это описание национального контекста и институциональной среды. То есть национальная институциональная среда, которую используют для сбора и анализа информации по кадастру, то есть в рамках какой институциональной среды ведется сбор, анализ данных по выбросам парниковых газов. И третья часть вашего отчета по национальному кадастру – это описание используемой методологии, это те ряды временных данных, это основные категории анализа, и это анализ по точкам неопределенности. И как вы видите на этом слайде, по некоторым из этих элементов, где справа выделено зелеными буквами, указано, что по данным компонентам предусматривается определенная степень гибкости с учетом наличия или отсутствия соответствующего национального потенциала. Я более подробно вам расскажу, что именно дают эти положения по гибкости, что они дают, что положение в части гибкости дают в отношении анализа основных категорий, что они дают в отношении определенности, оценки на полноту и оценки контроля качества. И также есть матрица потенциала глобального потепления. И для того, чтобы у нас была сопоставимость между странами после данные по выбросам парникового газа должны также быть выражены в тоннах эквивалентных тоннах выбросов углекислого газа. И есть ряд общих таблиц отчетности, которые согласованы между сторонами, где указано, что где указаны эквивалентные значения для каждого вида из выбросов. И заключительный отчет национального кадастра – это уже руководство по отчетности. И, как вы видите, по двум из трех компонентов предусматривается у нас гибкость. Это, в частности, по отраслям и по номенклатуре газов, и по временным рядам данных.
И в этом слайде я хотел бы вкратце описать, какие основные принципы, что из себя представляют основные условия процедуры, руководящие принципы для обеспечения транспарентности, то, что в английском называется MPGs, Modalities, Procedures and Guidelines. И руководящими принципами этих условий процедур и руководящих принципов является развитие и расширение а, положений в части прозрачности, предусмотренных в Конвенции. И сейчас мы переходим к расширенной основе по обеспечению прозрачности. И цель, цель этих условий процедур и руководящих принципов, как было указано, является расширение прозрачности, также предоставление необходимой степени гибкости для развивающихся стран-партнеров, потому что не все страны находятся на одном и том же этапе эволюции, поэтому предусматривается определенная степень гибкости, позволяющая странам составлять отчеты, исходя из специфики своего уровня развития. Следующей аббревиатурой что такое TSCC, я вам расскажу на последующих слайдах. Еще один руководящий принцип, условий процедур руководящих принципов – это предотвращение дублирования, с тем, чтобы предотвращение дублирования и с тем, чтобы стороны представляли отчеты с одинаковой частотой и с тем, чтобы не допускалось двойной учет и с тем, чтобы в кадастре содержалось близко к достоверным оценкам, то есть близко к достоверным, исходя из ваших имеющихся возможностей, не заниженное, не завышенное, а максимально соответствующее вашим имеющемуся потенциалу. Что касается TCC, TCC э, это аббревиатура, которая означает основные принципы расчета парниковых газов, которые были установлены экспертами МГИ в 2006 году. То есть первая буква Т в аббревиатуре TCC означает слово прозрачность, transparency, означает достоверность, то есть с тем, чтобы оценка была означала достоверность, то есть это означает, чтобы оценка была не завышенной, не заниженной. А потом последующие три буквы С расшифровываются как completeness, это полнота. То есть ваш кадастр должен быть завершен по всей вашей территории. Следующий принцип составления кадастра парниковых газов, согласованных экспертами МГИ, вторая буква С, это consistency, то есть это последовательность с тем, чтобы данные могли быть сопоставляемы между годами. То есть то, как вы рассчитываете выбросы парниковых газов, ваш подход к расчету выбросов парниковых газов должен быть единообразен из одного года в другой. И последний принцип расчета и составления кадастра парниковых газов, установленных экспертами НГИК, это comparability, принцип сопоставимости, с тем, чтобы данные ваших расчетов могли быть сопоставлены между странами. То есть еще раз принципы: прозрачность, достоверность, полнота, последовательность и сопоставимость. Это основные принципы составления кадастра. При составлении кадастра вам следует руководствоваться этим принципами при составлении ваших национальных отчетов. Кроме того, на следующем слайде излагаются требования по отчетности. И здесь, как уже говорится, при расчете выбросов, национальных выбросов парниковых газов следует следовать принципам, установленным МГИК в 2006 году. И, кроме того, предусмотрено также определенные нормативы для расчета выбросов и для расчетов поглощения выбросов парниковых газов за ваш отчетный период. И, кроме того, в кадастре может содержаться конфиденциальные данные, особенно данные по вторгазам, потому что там предусматривается определенная степень гибкости, потому что некоторые из этих вторгазов, они имеют военное применение, и поэтому
По таким наименованиям газов предусмотрены возможные альтернативные варианты отчетности, которые позволяют нам сообщать лишь эти данные, скажем, лишь в обобщенном виде или в каком-либо ином виде, который позволяет, с одной стороны, соблюсти интересы военного сектора, ну, или прочие иные требования конфиденциальности, но, с другой стороны, все-таки требуем информацию. Кроме того, информацию по поглотителях я необходимо предоставлять по каждому сектору и по секторам, а, за исключением тех случаев, где нет возможности, нет технической возможности представить такую информацию. Кроме того, рекомендуется использовать дополнение 2013 года к руководящим принципам МГИ по национальным кадастрам парниковых газов по водно-болотным угодьям. Здесь я перечисляю основные виды отраслей и газов, которые которые должны входить в отчеты по секторам. У нас есть сектор энергетики, сектор это промышленного производства, IPPO, это то, что означает вот IPPO. Третий – это сектор сельского хозяйства. Третий сектор это называется ЗИЗЛХ, землепользование, изменение в землепользовании, лесное хозяйство. Пятый сектор – это отходы. И шестой – это прочие сектора или прочее. В случае, если у вас есть информация, которая не попадает ни в один из предшествующих разделов, вы можете ее перечислить вот в этом шестом отделе. И в соответствии с руководством МГИ 2006 года секторы землепользования, изменения землепользования лесного хозяйства были объединены сектором сельского хозяйства, но при этом далее в УПРах было принято решение о том, чтобы рассматривать эти сектора все-таки отдельно. И по каждому из этих секторов у вас может возникнуть вопрос, да, какую именно информацию по каждому из этих секторов нам нужно будет представлять, в каком объеме, в каком уровне детализации. По каждой из этих категорий данных, которые необходимо сообщать, они уже заданы в таблицах отчетности, то есть в таблицах, согласованных типовых таблицах уже уже указывается, какая номенклатура сведений вам необходимо указывать. Возможно, могут быть обстоятельства, когда типовые категории могут не быть применимы к специфике условий отчитывающейся стороны, или же сторона посчитает целесообразным дезагрегировать данные. И в таких случаях допускается, чтобы страны представляли данные в дополнительной разбивке с учетом национального контекста. Следующий компонент на этом слайде – это газы и номенклатуры газов. Вот здесь перечислены данные. Это углекислый газ, это метан, это двуокись азота, это гидрофторуглероды, это перфторуглероды и, и вот последние два соединения вот здесь перечислены здесь. И в данном случае я вам расскажу о том, какая степень гибкости предусмотрена по предоставлению информации по номенклатуре газов. И здесь по гидрофторам, по петрофторам, по SF3 и по NF3 там предусмотрена определенная степень гибкости. Более подробно об этом мы будем говорить. Помимо этого, выбросы, кроме того, выбросы ГФХ и ПФХ, они должны быть представлены в дезагрегированном виде по видам или по разновидностям, например, например, ГФУ 134А и так далее. То есть по каждому из видов газов странам необходимо будет представлять отдельную отчетность. Кроме того, есть информация по выбросам прекурсоров. Это NOx, CO и SO3. По этим данным необходимо будет представлять данные в обобщенном виде. И, кроме того, необходимо предоставлять данные по косвенным выбросам. Это CO2 и оксиды азота. И сейчас мы, зная ту номенклатуру сведений, которые необходимо включать в отчеты,
задаем себе вопрос, в каком виде эта информация должна быть представлена. Информация должна содержаться в отчете о национальном кадастре. Есть непосредственно сам отчет, и это NID и ASERTI, это таблицы, которые дополняют отчет о кадастре. То есть у нас ASERTI — это таблицы, которые дополняют отчет. Непосредственно, что содержится в самом отчете, в национальном отчете о кадастре, содержится подробная детализированная информация о том, как были рассчитаны выбросы и поглощения парниковых газов. То есть то, как вы рассчитали, с помощью какую методологию вы использовали для того, чтобы э, рассчитать выбросы и поглощения. Все эти сведения должны быть раскрыты в отдельном документе, который называется национальный отчет о кадастре. Это национальный отчет о кадастре можно подавать либо отдельно, либо в составе документов в рамках двухгодичного доклада о транспарентности. Кроме того, стороны договорились о структуре национального отчета о кадастре, о типовой структуре и национального отчета о кадастре, и приветствуется, если стороны будут использовать эту типовую структуру национального отчета о национальном кадастре. Требования это носит характер все-таки факультативный, но рекомендуемый, настоятельно рекомендуемый, потому что если страны будут использовать одинаковый формат отчета, то это обеспечит сопоставимость. Кроме того, сторонам необходимо подавать отчеты на любом из 6 официальных языков ООН. И второй компонент в дополнение к отчету — это общие таблицы отчетности. Всего порядка 60 рабочих таблиц есть. И эти 60 рабочих таблиц, они должны быть в дополнение к национальному отчету о кадастре. То есть в этих таблицах содержится вся количественная информация. То есть в ваших таблицах, в CRT-таблицах содержится количественная информация, а качественная или повествовательная информация, она содержится непосредственно в вашем отчете о национальном кадастре. То есть отчет и таблицы, они дополняют друг друга. Поначалу, когда вы увидите всю совокупность этих таблиц, которые используются в CRT, у вас могут возникать определенного рода опасения в связи с таким большим объемом, но на самом деле после первоначального знакомства с этими таблицами вы увидите, что там все достаточно просто. Обратите внимание, что некоторые таблицы есть оранжевый цвет, имеют оранжевый цвет, какие-то зеленые, какие-то синие. Я более подробно расскажу вам о том, что означает эта цветовая котировка. Во-первых, я вам расскажу непосредственно о национальном отчете о национальном кадастре. Как я уже говорил, приветствуется, если стороны будут использовать типовую структуру национального отчета о кадастре. И вот здесь представлена типовая структура отчета о национальном кадастре. Во-первых, это основные тезисы. Следующая глава — это описание национального контекста, институциональной среды и информация, имеющая межотраслевое значение или межсекторальное значение. То есть это контекст для вашего кадастра. А во второй главе вы описываете закономерности и тенденции в выбросах парниковых газов. И то есть в тезисном виде вы описываете основные закономерности, наблюдающиеся у вас в части выбросов парниковых газов. И с главы с 3 по 7 или по 8 главы с 3 по 8, они, по сути, посвящены каждому отдельному сектору. Да? 3 — это сектор энергетики, точнее, глава 3 посвящена сектору энергетики, глава 4 посвящена промышленному производству, 5 глава посвящена сельскому хозяйству. То есть каждый из этих разделов с 3 по 8 вам нужно будет привести описание того, как вы проводили расчеты выбросов. А, а следующие главы, глава 9, это посвящена описанию того, как вы рассчитали опосредованные выбросы углекислого газа и
и оксидных соединений азота. А в 10 главе вы приводите описание того, какого рода перерасчеты вы проводили в прошлом и какого рода улучшения были произведены вами. И, и, и здесь вы можете указывать информацию о том, как вы отреагировали на рекомендации, которые вы получили от команды технической экспертизы. То есть, когда вы сдадите отчет в этот раз, вам придет обратная связь от членов технической экспертизы, и вот в следующий раз, когда вы будете готовить отчет, в 10 главе вы перечислите уже то, как вы отреагировали на предоставленные рекомендации. И здесь одним из компонентов и следующим компонентом являются таблицы. Таблицы, они вот образуют отдельный Excel-файл. Я вам покажу, как эти выглядят таблицы. Я не буду, я не буду подробно останавливаться на каждом разделе отчета о национальном кадастре, но примерная структура такая. То есть речь идет здесь о главах с 3 по 8, то есть по каждой, в каждой из этих глав вы даете краткий обзор сектора. Например, если у вас глава посвящена энергетике, то по сектору энергетики вам нужно будет представить данные по 7 направлениям. То есть, во-первых, описание категории, да, то есть описание источников, методологические вопросы, то есть почему была выбрана та или иная методология, потом описание мер, допускающих гибкость в части расчетов выбросов парниковых газов, то вам нужно будет дать описание того, какие меры в части гибкости были вами выбраны и на каком основании. Далее четвертым идет описание принципов оценка неопределенности и оценка последовательности временных рядов данных. Далее в последующих разделах вам нужно будет описать те меры по улучшению ситуации, которые вы предлагаете конкретно для данной категории. Это вот те элементы, это те части, которые входят в состав типового отчета о национальном кадастре. Да? То есть это вот представлена типовая структура глав с 3 по 8. Для каждой из глав с 3 по 8. Я не буду дальше более глубоко углубляться уже в структуру каждой главы, но если вам будет интересно, дайте, пожалуйста, знать, я вам могу привести дополнительные примеры того, как должна выглядеть глава с 3 по 8, но это вот образец того, как строить описание ваших глав с 3 по 8. На этом я завершу первую часть своего выступления и уточню уважаемых участников, и если у вас какие-то вопросы по форме национального отчета. Если нет, то я перейду к описанию таблиц. Но прежде чем я перейду к описанию таблиц, давайте я уточню, есть ли у вас, коллеги, вопросы по тому, что я только что описал по типовому формату отчета о национальном кадастре. Да, пожалуйста, Таджикистан, да, у вас? Yes, Tajikistan, you had a question. Ну, вопросов нету. У меня такое предложение, как вы знаете, у нас уже есть 4 национальные сообщения, которые сейчас разрабатывается 5-е. В обновленном ОНУВе там по секторам вы сказали, есть секторы, мы хотим приключать сектор строительства и промышленности. У нас такие сектора не были раньше, а сейчас мы хотим вот это включать в обновленном версии. Если можно, то в данном отчете, как это разрабатывается, чтобы показали нам выброс парникового газа. Да, хорошо. Да, это хороший. Это по сектору строительства и промышленности я вам покажу. И есть отдельные категории в формах отчетности, где вы можете дать информацию по выбросам отдельно по сектору промышленности и по сектору строительства. И, и
И при этом по сектору промышленности есть отдельная еще подклассификация, как, например, сталелитейная промышленность или иная промышленность. То есть мы можем впоследствии покажем, но какой уровень детализации входит вот в главы с 3 по 8, где идет описание секторов. Да, Ну, пожалуйста. здесь такой организационный вопрос. Почему-то мы качнули там этот QR-код, а там вот этой презентации нету. Дополните, пожалуйста, потом. Спасибо. Сейчас уже загружают. Презентация будет очень скоро. Спасибо, продолжу с оставшейся частью моей презентации. И я объясняю вам общие таблицы ОТО. И здесь вы видите предыдущий слайд, как вы видели, и АТО, они стандартизированные таблицы для отчетности, которые все стороны подают в соответствии с МПД требованиями. И вот эти ОТО, они отражают требования руководства 2006 года, которые МПС делают. И эти АТО имеют категории от руководства 2006 года МПС. И здесь... И вот то они подходят для всех сторон по одним и тем же стандартам, по одним и тем же требованиям. Это обеспечивает последовательность и определение каждой стороны предоставляют и показывают выбросы. Они не отличаются от одной стороны к другой. И вот эти АТО показывают, что они следуют принципам CCC, по которым я показывал разные. Это прозрачность, полнота, точность и последовательность, и это в соответствии с этими стандартными требованиями, и даже вот, общие АТО таблицы, у них определенная категория, определение категории, и также у них отражают национальные обстоятельства. Есть категории, которые не подходят или недоступны в отчете, то тогда стороны могут добавить чисто специфичные к их стране категории, но надо объяснить, почему они включили эти категории в этом документе. И как я упоминал ранее, что вот АТО, они включают только числа, цифры, да, и если вы не можете, например, включить вот эти расчетные выбросы, или они не подходят в вашей стране, вы даете разъяснение. А так все АТО, они включают статистику только, и там нет пояснительных каких-то текстов, и некоторые АТО, они включают также ячейку по документации, и, может быть, у вас есть какие-то числа, которые вы предоставляли, и они находятся в вашей АТО, но которые, может быть, и требуют разъяснения, больше информации, и для этого вы можете использовать вот эти ячейки в этих документах АТО и показать, в чем различие, почему они отличаются, почему именно эту информацию вы хотите включить в отчет. И некоторые таблицы, у них есть также как бы пространство, место, выделяемое для памятки по выбросам, например, для Международным банком, для навигации и вот для конверсии биомассы. И это вот все находится в АТО, там вот дается пояснение, но они вот как ну вот памятка дается, вот такое пояснение. И вот эти ОТО используются для отчетности, когда говорят об инвентаризации. И АТО – это таблица в Excel и является инструментом отчетности. И вот мы проведем демо и попробуем поупражняться, и они позволят вам заполнять эти формы. И когда вы будете отчитываться,
и там 49 отдельных таблиц, и некоторые таблицы очень большие и объемки, и там надо будет использовать несколько Excel таблиц, чтобы все включить. Но некоторые таблицы очень большие, и информация такая, как бы тяжелая, вот они вот полные этой информации. И, например, может быть таблица, в которой включается инвентаризацию. Вот эти 49 форм – это отчетность за 1 год. А потом для следующего года вы отдельные 49 таблиц готовите, потом еще 49 для каждого года вы готовите набор или пакет этих данных, эти АТО из 49 таблиц Excel. И вот там же они пока по цветам делятся оранжевого, белого, синего цвета, эти таблицы, и вот и ячейки, и потом информация, которая в белом, например, или в сером, показано это, что вы не предоставляете эту информацию. Затем есть оранжевые или голубые ячейки, клеточки, это где информация рассчитана использованием инструмента по инвентаризации, и не надо заполнять эти ячейки. И только когда вы будете заполнять АТО, и потом это будет генерировано из инструмента по отчетности. И опять слайд показывает, что себя представляют эти таблицы. И здесь сводные таблицы. И я переключаюсь к АТО, чтобы вы могли увидеть, как они АТО организованы, каким образом. И вот эти таблицы, которые стороны договорились в Глазго заполнять, и они содержат здесь 60 рабочих таблиц, включая индексы и аббревиатуры. И чтобы вы знали, аббревиатуры, которые используются, что они означают. И вот в этих таблицах вы видите аббревиатуры, которые будут использоваться в последующих таблицах. И каждая таблица, содержание, индекс, он помогает вам вести поиск. И вот, например, первая таблица, это здесь дается отчеты по энергии секторальная. И здесь мы видим белые, синие, серые ячейки. И белые вы включаете информацию, а серые – это информация, зеленая – это информация агрегирована из той информации, которую вы включили в белую ячейку. И в Excel нету какой-то формулы, и все, что рассчитывается, это через инструменты инвентаризации, они помогают вам рассчитывать информацию в этих зеленых ячейках. Вначале белый заполняете, а потом инструмент помогает рассчитывать и заполнять вам эти зеленые ячейки. То, что вы написали на основе белых ячеек. И вначале вы видите, когда первый раз вы видите, что эти таблички кажутся загроможденные, но когда вы посмотрите более внимательно, вы увидите не так много ячеек, которые надо заполнять. И здесь стороны должны заполнять информацию в белых ячейках, а потом в оранжевых и серых ячейках автоматически заполняются. И в этих ведомостях или таблицах где-то 50%, менее 50% это белые ячейки, которые вы должны со стороны заполнять. И вначале кажется, что громоздки очень большие, но информацию, которая отчитывают со стороны, будет меньше даже. И эти таблицы для отчетности в секторе энергетики, и здесь категории, по которым отчитываются, это выбросы от сжигания топлива. И здесь отрасли энергетики отчитываются, и стороны могут разбить данные. Например, для населения государственное, когда электрическое производство, и могут отчитываться по данным на уровне дезагрегации, разбивки. И вы можете посмотреть эти стороны, если это приемлемо для их стран, то они могут выбирать отсюда. Первая, например, эта таблица здесь показывает энергетические отрасли, затем вторая – это производственная отрасль строительства, это таблица. Вторая, где вы можете сообщить и предоставить информацию из сектора строительства и производства. И тут железо, сталь,
химические, нехимические, например, вещества, это производство табака, продовольствия, и они также разбиты на категории. И вы видите здесь много подкатегорий для производства. И затем в конце, если, вот, например, никакие категории не перечислены, большинство категорий должны быть перечислены для сторон, чтобы отчитываться. Но если они не перечислены, тогда стороны имеют шансы. Всегда вот есть такие, есть одна категория, куда вы можете добавить то, что присуще для вас со стороны. Если, например, в этой категории не охватывается то, что у вас есть, и вот в этом формате вы можете добавлять ваши категории или другие группы категорий, в соответствии с местным контекстом. Вот, и 1А2, и также транспортный сектор, это также различные направления, и вот также транспортный сектор разделен на подкатегории, это перевозки внутри страны и другие категории. Я вот не буду детально рассматривать каждую из этих таблиц, просто я хотела показать, как организованы эти таблицы. В своей презентации я хотел суммировать, дать резюме, что представляют эти таблицы. И вы можете посмотреть и получить краткую информацию о том, что здесь что здесь отражено. И первая таблица, первая С – это сектор энергетики, это в первой таблице, потом таблица, которая начинается со второго, это для промышленной производства, переработки. И первая таблица всегда начинается с зеленого. Здесь дается краткое резюме этого сектора, и зеленые таблицы, они за ними следуют белые и оранжевого цвета таблицы, и они дают более подробную общую информацию. И таблица вторая также включает в себя зеленые ячейки зеленого цвета, и также есть оранжевого цвета таблички ячейки. Это для индустриального процесса, промышленного процесса. Здесь вы можете отчитываться о выбросах от минерального производства, горной добычи, химического производства, металлургической промышленности. Вот здесь указаны все эти категории. И вот если мы будем идти отсюда, затем таблица третья, таблица – это сельскохозяйственный сектор, сельскохозяйство также зеленые ячейки, это резюме по выбросам в сельском хозяйстве, затем общая информация по сельскому хозяйству и так далее. По каждому из этих секторов, и здесь вы можете увидеть, что здесь есть белые ячейки в таблице, чтобы получить вот общую информацию. И первая таблица, она всегда касается резюме, краткая информация по каждому из секторов, вы увидите. И также они организованы здесь вот последовательно и продуманно. И в конце мы видим уже голубого или синего цвета ячейки. И вы видите, здесь нет никаких белых ячеек, потому что это означает, что вся информация здесь, она суммирована на основе той информации, о которых вы сообщали в предыдущих таблицах. И в таком случае это дает краткую информацию. Это вот краткая информация по двум таблицам и дает вам краткий взор на вот выбросы в этом году в стране, какие были. И дает общие выбросы из сектора энергетики, из промышленности, сельского хозяйства и так далее. И дает сводную информацию, такую краткую выжимку, и выбросы по стране в год. И здесь у вас детальная информация по году представлена ежегодно. И если вы будете дальше вести поиск в этой таблице, вы увидите, как эта таблица организована. И вот эти синие или голубого цвета ячейки, они автоматически генерируются. И затем в конечном итоге эти таблицы, они дают вам сводную информацию и дает выбросы на годовой основе. Эти таблицы предоставляют информацию также на вот период, показывают, как выбросы увеличились или снизились по этим категориям или по подкатегориям, показывают тренды, тенденции выбросов в стране. И здесь вы можете это увидеть. И, конечно, эти таблицы, например, таблица говорит о количестве
диоксида СО2, и затем другая, вот мы видим СО2 для вот этой категории СО, подкатегории, если вот мы, ну, каждая из этих таблиц предоставляет вам своего рода хорошую сводную информацию по информации по каждым из этих газам, и также агрегированные и дезагрегированные. Вот таким образом организованы эти таблицы в Excel, таблицы в Excel формате. И вы видите, что все эти таблицы, они выстроены по секторам, по отраслям, и также есть перекрестные по секторам сводной информации. Как я упоминал, вы предоставляете информацию, вам надо заполнять эту информацию. Вот, вот эти вот мы видим, что с правой стороны голубые, зеленые, а там вот в центре зеленые и слева оранжевые, и они показывают как общая информация, специфичная по отраслям. И я хотела бы больше объяснить немного о таблицах, которые касаются секторов общие. И вот что означают белые и оранжевого цвета ячейки, зеленые. И это таблицы в АТО представлены. Это данные по действиям, по мероприятиям. И вот этот инструмент, чтобы вот отчитаться по выбросам. Ну, здесь вот вы отчитываетесь об информации по мероприятиям, вот, которые с левой стороны синенькая ячейка. И здесь вы фактически данные показываете, а с правой стороны вы пишете, вы говорите о выбросах, которые были вот уловлены, и данные фактически, и вы здесь увидите вот оранжевое или серое, а вот оранжевое это рассчитывается, а серый не может рассчитаться. Например, для производства цемента, производства вот здесь оксид азота вот не может рассчитать, и поэтому ячейки здесь выглядят серым цветом. И таблицы, которые для промышленных процессов, то сектор второй, и затем, когда вы отчитываете о выбросах, вот вы говорите на основе молекулярной массы информация предоставляется, и вот информация в тоннах и килотоннах представлена, и общая категория, вся эта информация, которую вы сообщаете по производству цемента, производству стекла и так далее, они агрегированы к минеральной промышленности, здесь вот слайд вы видите, и это дальше агрегируется на секторальном уровне IPPO, и таким образом информация организована в общих таких сводных таблицах. И этот слайд говорит также об отраслевых таблицах. Я показывал зеленого цвета таблицы. И таблицы о секторальном отчете. Они получают информацию из общего секторального отчета. И там только одна зеленая таблица по каждому сектору существует. Она потому что генерируется из серых. И, как я говорила, то, что отчетность на молекулярной массе в килотоннах, тоннах, и здесь сводится, суммируется информация по эквивалентам СО2 в тоннах. И третья категория таблицы – это также общие вот таблицы вот на уровне третьем, на уровне втором, а номер первый уровень – это больше вот агрегирует информацию. И первое – это сквозные сводные таблицы и дают краткое изложение по каждому сектору категории и также предоставляет сводную информацию о том, как вы рассчитываете, какой метод вы используете, и вот какой метод вы используете для тех или иных выбросов, и предоставляет информацию по выбросам, по категориям, которые анализируются, и также дает тенденции, тренды по выбросам, вот, чтобы увидеть за год, какие тренды выстроены по выбросам. И в этом слайде
я пытался суммировать, как вот АТО организованы. И вот для каждого сектора, первый сектор, который видели, это сектор энергетики. И для сектора энергетики есть таблицы, которые организованы. И отсюда, может быть, вы не видите, что означает эта таблица номер 1, означает. В следующем слайде я объясню лучше, вот какая информация показано по каждой из этих категорий, но это дает общий обзор, как организована информация в АТО. Это уровень 3 для каждого сектора, вот, и сельское хозяйство, вот, и здесь общая, как бы, фондовая информация, и некоторые секторы, например, у них есть очень много, вот, например, по энергетике, есть секторы, и вот и в IPPC у них там меньше таблиц в отчетности. И, например, вот если мы рассматриваем эти таблицы общего плана, это второго уровня таблицы, вся информация, и вот из каждого сектора идет вот в определенные соответствующие таблицы по отчетности, и вот 12 секторов, сектор энергетика идет в один, как бы, сводный отчет, и таким образом это показывает сельское хозяйство, промышленности, как вот уровень 3, информация идет во второй уровень, и отсюда и дальше идет, суммируется на уровне 1 и дается сводная вот сквозных таблиц информация. Это как это движение информации в таблице Excel, поток данных информации. И для каждого сектора информация также вот в таком же формате размещается. И вот таким образом мы отчитываемся, предоставляем информацию. И можно посмотреть на эту таблицу по-другому. Вся информация вот из этих таблиц, вот из секторальных таблиц по каждому из секторов, и дальше они организованы таким образом. И вот мы видим, что здесь есть сквозные таблицы, эта информация, все эти таблицы, они подготовлены на 1 год. Вот получается, что если вы отчитываетесь за 90 годы, то все таблицы будут за 90 год представлены. Хотите вот за 91 год отчитаться, тогда у вас будет другой набор за 91 год отчетности. А если вы хотите также отчитываться по-другому, вот, например, Excel таблички также говорят о том, что вы можете отчитываться и вручную, конечно, если все заполнять, очень много уйдет времени, вот, и усилий. 60 рабочих ведомостей заполнять ежегодно, это будет трудоемко. Если у вас данные за 20 лет, за 30 лет, например, с 90 года до 2022 года некоторые страны, они собирают эти данные, и вот эти данные на 60 таблицах, это вручную забивать очень много. И поэтому есть инструменты по инвентаризации, которые позволят вам отчитываться по данных в формате вот Excel. И, например, на 2001, 2002, 2003, 2004 год в энергетическом секторе вы отчитываете за этот период, а этот инструмент, он позволит вам выстроиться в Excel эти отчеты, и все стороны используют этот инструмент для сектора энергетики, и все эти данные потом выстраиваются, их можно сравнивать, они сравнимы и последовательно сопоставимы. А в этом слайде, вот, может быть, у стороны нет данных, и вот, конечно, как можно, насколько возможно, заполняем таблицы, но вот и вот не могут вот вот эти отчеты оставаться пустыми. Вот. Но, конечно, не могут, например, стороны иметь все данные по этим категориям, и поэтому стороны могут использовать ключи,
Например, если, например, notation, вот эти ключи, можете использовать вместо цифры, если нет данных по этой стране. И вот 6 из них, NO – это то, что не возникает, то, что не возникло, нету. Затем эта категория – это то, что процессы не проходили в стране, не происходили. Например, страна. Вот если ваша страна остров, и здесь нету производства угля или потребления угля, или, например, твердых видов топлива, и поэтому, если вы не пользуетесь углем, вы пишете NO, что не происходит. А если вы оставите белое, то ну, нельзя. И поэтому просто даете разъяснение, почему вы используете NO. Это то, что нет в моей стране твердых видов топлива, и я поэтому ставлю NO. Другой ключ уведомления – это NE, это то, что не рассчитано. И вот, например, для данных по выбросам, например, которые невозможно рассчитать, тогда вы отсчитываете NE. Вот, может быть, они существуют, но вы не смогли рассчитать эти, делать расчеты по этим категориям. И укажете NE, потом NA – это то, что неприемлемо для тех или других категорий. Может быть неприемлемо в стране. Если, например, у нас нет, например, хранилища по нет для каких-то хранения, а ИЭ это показывает, что где-то включено еще. И, может быть, вы не можете разделить от одной категории в другую категорию, и поэтому вы пишете, что есть и другие категории, и вот для одной категории вы можете написать ИЕ, потому что вот эта категория там включена в другую категорию, и поэтому вы отчитываете, что вот эта категория включена в другую категорию. А Си – это конфиденциальная информация. Здесь информация, которая конфиденциальна, и вот вы не можете разбивать эту информацию. И вы показываете, что конфиденциальная информация, и показывает конфиденциальная информация, и вы только представляете на высоком уровне эту информацию. Поэтому и ваша конфиденциальная информация, она например, если 5 категорий конфиденциально, и если предоставляете выбросы от 5 из этих категорий, тогда вы предоставляете информацию, вы не активируете эти 5 категорий, просто говорите конфиденциально 5 категорий, но не показываете детали, эти цифровые значения не показываете, если вы хотите утаить эту конфиденциальную информацию. И также есть еще новый ключ, это гибкость. Например, если ваша сторона используется для каких-то импортируемого газа, ввозимого газа, информация, и вы развивающиеся страны, и вы хотите использовать гибкость и не говорите, не отчитываться о выбросах SF6, и когда только возникает, и тогда вы только говорите, что я тогда буду отчитываться. И вы можете отчитываться как FX. И это можно объяснить в документации, где есть ячейка по разъяснению документации. И также в NID можно будет также сообщить об этом. Следующий слайд. Он дает вам разъяснение того, что эти таблицы означают. И я не буду детально рассматривать эти подкатегории в этом слайде. Это слайд просто для вас, как бы для ознакомления. Позже можете посмотреть и понять, какие категории, по каким категориям отчитываются. И первая таблица – это секторальные отчеты по энергетике, и также таблица общая информация по сектору, и говорится о том, какая информация идет в эти таблицы. Если мы говорим о таблице 1С, это говорит о том, что эта информация идет туда, и также мы видим, что из твердых отходов, из твердого топлива используется энергетика, и энергия, и там показано, расписаны по секторам эти таблицы. И сельскохозяйственный сектор, таблица 3, это там здесь выбросы
CH4, а также от того, что используют семена, и вот эти стороны отчитываются по тем или иным видам деятельности. И то же самое касается землепользования. Это четвертая таблица, это землепользованию, а также по лесному хозяйству, по лугам, это подсектор, это пятый, здесь показаны сектора и таблицы по отходам. И таблица 5 это секторальный отчет по отходам, затем твердые отходы, размещение твердых отходов. И показано, как эти таблицы организованы. И затем голубые таблицы. И здесь АТО показывает 10 таблиц и выдается в начале общая информация. Это национальная инвентаризация по стране, потом, что касается СО2 эквивалента, а затем выборы, какие ключевые категории. Последняя таблица, это 10 таблиц, они показывают тенденции или тренды в выбросах. Это СО, СО2, и последняя таблица, это показывает тенденции по выбросам и дает общее представление о выбросах по газам, по секторам. И эта информация также мы включаем используя инструменты, чтобы показать прогресс, отчете о прогрессе по достижению АНУФа. И мой коллега завтра об этом будет говорить. Это как информация организована в АТО. И опять здесь придается очень много информации, разные цвета используются в этих таблицах. И я вот на этом остановлюсь. Если у вас есть вопросы по АТО, я буду счастлив ответить на вот таблицы, которые заполняются в Excel и в АТО. Вот. А потом мы уже перейдем к следующей презентации. Да, иногда моя презентация была всем понятна, или все поняли, или наоборот, другой вариант, когда никто ничего не понял и не задают вопросы. Два варианта. Да, и если у вас будут вопросы по этой презентации, может быть, позже, сегодня и завтра, я буду находиться 2 дня здесь, будут какие-то технические вопросы, вот эти 2 дня я буду рад объяснить, ответить вам на какие-то специфические вопросы. Да, и даже если нет вопросов, мы потом можем подумать, какие могут вопросы у нас быть. Так что на сессии по вопросам и ответам может быть позже. Я хотел пригласить Нашиба, чтобы вот узнать, почему они используют специальные положения для отчетности. Может быть, Нашиба скажет, да, это такой же ключ мы используем, как гибкость используется. Немножко об этом, если бы Нашиб мог бы сказать, было бы, конечно, тоже полезно. И следующая презентация, я смотрю по гибкости, как вот применяется гибкость, и вот эти положения по гибкости для стран развивающихся, и я не собираюсь. Может быть, вот у стран развивающихся недостаточно потенциала отчитываться по приложению первому, по которому развитые страны уже 20-30 лет отчитываются. И поэтому здесь можно применять принципы или положения гибкости. И также следующие 3 слайда говорят о том, что означают эти положения по гибкости. И эти положения вы можете отчитываться в Excel формате с ключами, нотификационными аббревиатурой. И здесь это таблица Excel, которую мы видели по отчетности, инвентаризации, например, я хочу сказать, что
Например, здесь есть вот положение гибкое по отчетности по газу. Я уже говорил, например, стороны могут использовать, например, такое положение. И, например, я использую здесь гибкость, и вы можете отчитаться вот в этой ячейке, которой вы говорите, хорошо, что вы применяете гибкость для SF6 для этого, и вы здесь, вы SF6 отчитываетесь, и, возможно, для всех случаев, может быть, вот нет национального потенциала отчитываться о газах SF6, и поэтому вы для всех подкатегорий здесь говорите, и ниже вот в этой таблице, в каждой из таблиц есть ячейка по документации, и здесь вы объясняете, почему вы использовали вот эту гибкость, принцип гибкости для вот этого газа. И вы здесь можете объяснить в этой ячейке, например, когда вот вы используете вот этот эффект гибкости в документации ниже, вот ячейка по документации или в НИДа, вот в этой национальном инвентаризационном документе вы можете тоже вот ответить. Там есть отдельная подсекция, которая может, дает вам возможность объяснить вот эту гибкость, почему вы использовали для этого газа или для этого года. И вот есть такое положение презентации. Я думаю, в моей презентации и вот в НИТ есть детальные элементы по каждому сектору, детальные элементы, и здесь подсекция описания любой гибкости, применяемой развивающимися странами. И здесь вы можете объяснить, почему вы используете гибкость и какие временные рамки здесь есть для вот этих положений по гибкости. И также в АТО вы объясняете, вот вы, почему вы используете эффект для этого газа, и дополнительно к этому есть еще отдельная таблица, которая говорит о сводной таблице по гибкости, и поэтому вы говорите, почему вы использовали ту или иное положение по гибкости, и вот вы показываете, для какого сектора вы используете это, вот сектор, год, категорию газ, например, вы говорите, и затем описаете, а почему вот описание вот этого положения по гибкости, почему вы применяли, вот, и какие вот ограничения, возможности, потенциали у вас есть, что вы не можете предоставить эту информацию, используете вот эту гибкость и временные рамки для улучшения, усовершенствования. В течение какого времени вы предполагаете добиться улучшений, и команда по технической экспертизе может задать вам вопрос, может задать вам вопрос о том, что вы предполагаете сделать, и у сторон есть право описать в своем национальном кадастровом документе, в тексте национального кадастрового документа, и потом члены экспертной группы, они могут задавать вопросы странам, почему было выбрано то или иное положение в части гибкости. И последний пункт, может быть, этот столбец не очень будет уместен для целей вашего первого двухгодичного отчета, но, может быть, в последующем отчете у вас могут быть уже описание, да, того, что вы сделали в части вот этой гибкости, которую вы выбрали с момента вашего предыдущего отчета. И вот есть сводная таблица по выбранным положениям в части гибкости. Эта таблица используется на факультативной основе. Вы стороны использования этой таблицы факультативно, то есть стороны могут использовать либо таблицу, либо же могут это повествовательно в тексте непосредственно национального кадастрового документа это изложить. И здесь, то есть здесь представляется гибкость в части того, как страны хотят сообщать информацию о своей гибкости. Я просто хотела уточнить.
Вот мы, получается, уже закончили заполнение сырья в таблице, а данный, получается, нотационный ключ мы не добавляем или нужно добавить все-таки? Потому что мы уже подготовили свою сырье в таблице. Вот эта таблица с положениями по гибкости – это для развивающихся стран, это для, то есть это на усмотрение стран. Страны, развивающиеся страны, страны самостоятельно определяют, будут они использовать положение в части гибкости или нет. И эти гибкости могут применяться странами, развивающимися странами, исходя из специфики своего текущего потенциала. Я вам позднее покажу, как можно использовать гибкость в составе инструмента. То есть решение о том, использовать гибкость или нет, принимается странами. И в инструментах отчетностях вы увидите, может быть, после перерыва на кофе, вы увидите, как можно применять положение в части гибкости. И в зависимости от того, выбрали вы положение в части гибкости или нет, формат таблицы, отчетной таблицы будет отличаться. То есть уровень детализации сведений будет отличаться. То есть если вы выберете уровень, вы выберете положение в части гибкости, то там появляется дополнительный уровень детализации, который нужно будет, сведения, которые нужно будет ставить. Я вам позднее покажу. На этом слайде и на последующих слайдах, нескольких слайдах, я перечислил все те положения, которые в части гибкости у нас есть для и если вам интересно, вы можете открыть решение 7.18.1, там решение 18.1, но это все соответствует правилам, это соответствует условиям, процедурам и руководящим принципам. Ну вот здесь здесь приводится сопоставление, что будет происходить, если вы будете применять, если вы не будете применять положение гибкости. Если вы не будете применять положение части гибкости, то тогда странам нам нужно будет проводить анализ по основным категориям в соответствии с требованием ГАИК, то есть использовать порог в 95% по ключевым категориям анализа. То есть при анализе ключевых категорий вам нужно будет использовать порог в 95%, но в случае, если страна использует положение в части гибкости, если развивающаяся страна выбирает, исходя из своего текущего потенциала, использует положение в части гибкости, то страна тогда может, если она выбрала положение в части гибкости, она может использовать порог в не ниже 85% по ключевым категориям анализа. То есть после этого ваш выбор страны по вот этот выбор по данной категории будет влиять на то, какого рода информация будет отражаться в общих таблицах отчетности. Следующее положение в части неопределенности, или в части гибкости, простите, это положение в части неопределенности. И здесь в первом столбце я описывал, какие положения здесь следует применять. И вот здесь мы видим, когда страна применяет положение, и если сторона использует положение в части гибкости для оценки факторов неопределенности, то вам нужно будет дать, во-первых, повествовательное описание, или повествовательное качественное описание. То есть, простите, если вы не используете факторы, если вы не используете параметры в части гибкости для оценки факторов неопределенности, то вам нужно будет привести расчеты по вашим полученным значениям факторам неопределенности. А если же вы используете параметры в части гибкости, то вам не обязательно приводить расчеты, вам достаточно привести просто качественное описание. И здесь приводится описание, что категория может считаться несущественно
только в том случае, если вероятно, что уровень выбросов составляет менее 0,05% от общего объема национальных выбросов парниковых газов. Но если вы используете положение в части, если вы используете положение, разрешающее гибкость, то у вас порог увеличивается до 0,1%. Далее. Еще следующие процедуры у нас касаются уже контроля качества и оценки качества для развитых стран. Там зафиксировано требование, что странам необходимо дать четкое описание того, какие процедуры в части контроля качества и оценки качества они используются, развивающимся странам приветствуются, если они будут представлять информацию об оценке качества и контроле качества. Но вот развитые страны, они обязаны представить, а развивающиеся страны, им предоставится стимул или приветствуется, если они будут представлять информацию. Последние три сведения – это по газам и по временным рядам данных. Это параграф 48. И это влияет на вот общие таблицы отчетности. В общих таблицах отчетности вы увидите. Вот завтра у нас будет упражнение по некоторым этим положениям гибкости. Вы увидите, как применение этих положений в части гибкости повлияет на то, какую номенклатуру данных вам нужно будет вводить. То есть, если вы не используете положение в гибкости, то вам нужно будет представить данные по всем 7 видам газов, то есть это метан, углекислый газ, это гексафторидные серы, перфторуглероды и так далее. Но вы можете ограничить себя, вы можете использовать положение в гибкости и сократить свою отчетность только до 3 основных газов, а по 4 газам, если они у вас особенно не представлены в составе ваших ОНУФ, если они не охвачены положением статьи 6, то у вас есть гибкость, позволяющая вам не сообщать информацию по вот этим газам. Еще одно положение, которое, возможно, будет популярным среди развивающихся стран, положение, дающее гибкость. Почему? Потому что развивающимся странам у них есть требование предоставлять информацию по ежегодным рядам данных, начиная с 90-го года, но при этом позволяется, при этом у вас есть возможность, если вы применяете положение в части гибкости, то вы можете не с 90-го года, вы можете непрерывный ряд, непрерывную информацию по непрерывному ряду данных представлять, а, скажем, по 90-му, по 95-му вы можете, у вас есть возможность выбрать только 2 года. То есть не все 30 лет с 90 по 2020 год, вам достаточно представить информацию по 2 из этих 30 лет. То есть вы можете выбрать любое количество год с 90 по 2020 год при условии, что то есть основное положение предусмотрено, что всем странам необходимо предоставить сведения за все периоды, начиная с 90-го года, за каждый год, начиная с 90-го года, но положение в части гибкости дает возможность странам сообщать информацию не по непрерывному временному ряду, а по некоторым, по избранным городам. И мне кажется, что это положение в части гибкости будет наиболее востребовано у развивающихся стран. И последнее положение в части гибкости им предусмотрено, что если вы не применяете положение в части гибкости, то тогда последним годом во временном ряду данных должен быть год отчетности -2. То есть если вы не применяете положение в части гибкости, и, предположим, если вы сообщаете данные о своем кадастре в 2024 году, то заключительным годом вашего временного ряда данных должен быть 2022 год, если вы не используете положение в части гибкости. Но если вы используете положение в части гибкости, то цифра становится не -2, а
-3. То есть, если вы в 2024 году сообщаете информацию о кадастре ваших газов, то вам достаточно будет ограничиться временным рядом данных, завершающимся 2021 годом. То есть это вот на этом слайде представлена обобщенная информация по всем возможностям в части гибкости, в части отклонения, которые страны могут использовать, исходя из специфики своего национального потенциала. И некоторые из этих положений можно использовать в составе общих таблиц, а некоторые из этих положений можно использовать или нельзя использовать непосредственно в составе инструмента, но можно в повествовательной части раскрыть их использование. У меня заключительная часть, касающая заключительная часть у нас касается условий процедуры руководящих принципов и совместимости, прежде чем перейти к обсуждению совместимости или то, что называется интероперабельность. Скажите, пожалуйста, кто из вас использует программное обеспечение МГИ 2006 года для расчета парниковых газов? И какие-нибудь из стран используют программное обеспечение МГИ 2006 года для расчета своих парниковых газов? Кто из вас использует программное обеспечение? И я тогда, если вы используете, я тогда вам расскажу. У меня есть определенные сведения, касающиеся совместимости этого вновь разработанного инструмента и инструмента, который был разработан экспертами МГИК. Совместимость с программным обеспечением МГИК в соответствии с решением КПС было установлено, чтобы было предусмотрено, чтобы была обеспечена совместимость, учитывая то, что большое количество стран использует программный продукт, разработанный экспертами МГИК, и исходя из того, чтобы не создавалось чрезмерного или излишнего времени в связи с переходом от инструмента МГИК на новую расширенные рамки отчетности, было принято решение о том, чтобы обеспечить процесс перехода как можно более беспрепятственным и менее сложным. И обмен данными или импорт и экспорт данных осуществляется в формате JSON, то есть пользователь рассчитывает свои выбросы парникового газа по своей стране в программном продукте от МГИИК, а потом эти данные можно в формате JSON уже экспортировать из программного продукта и МГИК и импортировать его уже в программное приложение для расширенных основ отчетности. Я процесс импорта и экспорта данных вам покажу завтра. У меня этот файл сохранен на компьютере, и это выходной файл программного продукта МГИК, и потом я вам покажу, как можно будет данные переносить. Эти данные можно переносить как по каждому отдельному сектору, либо же можно взять весь кадастр. Потому что могут быть такие случаи, когда страны могут использовать приложение МГИК только для расчетов по некоторым секторам экономики. И поэтому предусмотрена возможность импортировать данные по отдельным отраслям. Но также есть возможность по тому, чтобы можно было и импортировать данные и по всем секторам в совокупности. Мы ведем активную работу с коллегами-инженерами из МГИК, с тем, чтобы обеспечить беспрепятственную передачу данных. И здесь мой последний, заключительный слайд. На этом слайде показано то, как будет выглядеть процесс перехода. Как правило, поток рабочих процессов будет выглядеть таким образом. У вас будет национальная система, в рамках которой вы осуществляете расчет выбросов парниковых газов. Потом у вас есть инструменты отчетности. Потом эти инструменты отчетности, они будут формироваться, с их помощью будут формироваться общие таблицы отчетности, эти таблицы, которые вы будете направлять уже в секретариат. С
С помощью программного приложения от МГИК вы производите расчет, потом эти данные вы из вашей национальной системы или из программного приложения МГИК вы можете экспортировать данные. Имейте, пожалуйста, в виду, что данные можно экспортировать только через JSON, либо данные можно экспортировать через JSON, либо можно напрямую это вбить в Excel. И заключительная часть, демонстрация вживую, это вот того, как работает инструмент, я покажу вам после перерыва на кофе. И я вам также покажу, как вот эти общие таблицы отчетности, они генерируются в рамках инструмента. И вы увидите, как будут генерироваться эти таблицы. То есть после того, как вы введете необходимую информацию, вы можете задать необходимые конфигурации и генерировать необходимые таблицы либо в формате JSON, либо в формате Excel. И здесь описание основных терминов, которые я использовал в своей презентации, то есть описание основных аббревиатур, которые я использовал. Если вам какие-то аббревиатуры не знакомы, вы можете их прочитать их в свое время. На этом я завершаю свою презентацию по условиям, процедурам, руководящим принципам для обеспечения транспарентности. И мы готовы уже непосредственно перейти к живой демонстрации того, как выглядит этот инструмент. Ну, вопрос как раз вот этот у нас он давно назревает. Мы использовали первую версию софтвера, там, когда 5.68, да, была или когда? 2.54. Потом, значит, получили другую версию, и наши данные, мы хотели перейти на новый софт, не получилось, потому что наша база данных не переходила. Сейчас, получается JSON есть, это какой-то софт специальный, да, я так понял? Чтобы можно было трансформировать. Потому что мы сейчас хотим использовать последний софт. Я смотрю, уже тут софт апрелевский, вот уже от 5 апреля 2024 года новый софт вышел. И нам теперь, чтобы свою базу данных сюда перегнать, вот через JSON получается, да? Да. Да, благодарю за вопрос. Хороший технический вопрос. Да, как раз связано с использованием МГИК, приложения МГИК. Приложение МГИК, оно строится на аксессе, построено на аксессе. Если ваша база данных в версиях 2.54 или ранее, то у вас будет база данных Access. То можно данные напрямую из базы Access перенести. Просто в текущий момент текущая версия 2.91 программного продукта МГИК, вы можете все ваши расчеты сделать по последней версии инструмента МГИК. Это версия 2.91. Версия 2.91, она генерирует JSON. JSON — это формат файла. So, I то есть, can briefly- получается, И- последняя версия, она автоматически JSON сгенерирует. И в МГКИ программное обеспечение, позже покажу вам оффлайн, как оно выглядит и как вы можете генерировать программное обеспечение МГИК, и там файл будет выглядеть таким образом, что это формат JSON файла, и вот его трудно будет использовать, и это программное обеспечение МГКИ будет генерировать такого образа файл, это JSON файл, и он содержит все данные по всем предыдущим годам, и этот файл вы можете импортировать в инструменты инвентаризации кадастра, и это затем можно будет использовать и генерировать в инструменты. И JSON это файловый формат, который содействует обмену этими данными в инструменты отчетности. Спасибо. Надеемся на практическую поддержку завтра.
Yes, tomorrow I'll show you the live demo И of how you завтра can я transfer the покажу data, and I'll вживую show you how you can do демо, it. как можно And then if you are interested, we can also трансформировать work on, данные, if you have the IP передавать software данные. installed in your И computer, если у I вас can будет also show it to you, установлено like if you программное want to know more обеспечение МГИК, on the и transfer вы of the data. сможете IPv4 увидеть, как software, эти данные we are передавать. not able to И support since без it's a IPCC программного who обеспечения has вот developed that МГИК мы tool, не and they are сможем, working on так как maintaining этот that tool. инструмент мы But once that JSON file разработали is и вот generated from the сохраняем. IPC Ну вот, software, we и can вот definitely этот help you to JSON transfer the data файл мы можем from the JSON file перевести, и вот to из the JSON файла inventory мы reporting можем tool. в файл инструментов кадастра.